Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина, и сегодня показываем наши будни. Лика, наша дагестанская девочка, приехала в Москву на передержку. Было много негатива за то, что разлучили мамку с детками. Друзья, в спасении бывают ситуации намного хуже и даже страшнее, чем вы думаете, когда все и все готовы участвовать, а собаки уже нет в живых. Вот это беда. Для перевозки собак на дальние расстояния существуют свои законы, определенные правила, за нарушение которых идет наказание. Собака не котенок и в карман не положишь, поэтому выбор был небольшой. Либо энтеритная передержка там же, с угрозой для жизни щенкам, но зато вместе. Либо щенки остаются вместе с мамкой под скамейкой, либо щенки с улицы сразу в Москву, а Лику нельзя было в машину, так как ехали большие собаки и алабаи, и расстрелянные, и не было ни одного места. С большим трудом выпросила взять в ноги хотя бы щенков. В ноги. Мне неприятно читать гневные комментарии от незнающих обстоятельства людей. Можно было не разлучать семью. Но сейчас бы горевали, что щенки заболели энтеритом, смертельной болезнью. Или не разлучать и оставить их под скамейкой, и они были бы расстреляны. Вариантов не так много, и мы выбрали правильный путь. Как только молоко перегорело, Лика успокоилась, повеселела, стала игривой. Лика очень ласковая девочка, тянется к человеку, благодарна человеку за спасение. Сейчас Лика на вольерной передержке, а щенки живут в доме на другой передержке. Смысла соединять их уже нет. Малышам будет холодно на улице, если перевести к мамке. А Лику в дом не пустит приемная хозяйская собака-мамка. Повторюсь, если кто может и хочет приютить, возьмите к себе Лику и щенков. Тогда мы их соединим. У нас передержки – это самая больная тема, а тем более передержки для щенков. Их просто нет и не хватает катастрофически. Решили все-таки выйти пописать, да? Она прекрасно ходит на поводке, но она трясет головой, трясет ушами. То есть, может быть, у нее что-то с ушками беспокоит. Вон, поводок даже провисает. Да, ты молодец! Ты умничка! Ходит прекрасно. Ой, там что-то страшное. Идем отсюда. Малышка, идем. Ну, я знаю, там может быть что-то интересное, какие-нибудь какашки. Но как-то это, мне немножко страшноватенько. Ой! Хотя такая защитница тут со мной. Какая длинноногая красавица. Ух ты. Вау. Да ты молодец. Да я все вижу. Идем скорее. Что там? Там ничего нет. Идем скорее. Ай, молодец. Скажи, я и не пописала, да? Просто так, скажи, сходили. Что-то себя показали, да? Народ посмотрели. Так, не прошло и 20 лет. Скажи, как мы устроились, да? Вот здорово. На коленочках, да, устроились? Да? Удобно. Да, скажи, удобно. Ну, ты молодец. Ты умница. Ты такая смелая девочка, ты такая храбрая. Кстати, по-моему, она уже отстегнулась. Она пока садилась, она лапой там понажимала опять на эту штуку. Вот, скажи, я потому что умная собака-то. Ну, я умная собака. Вот такая вот. Ты молодец. Соображалка работает на отлично. В общем, это, конечно, супер человекоориентированная собака. Супер ласковая. Да, скажи, нужны погладушки. Да? Нужно быть рядом с человеком обязательно. Да, ты молодец, такая смелая. Да? Скажи, я посидела, что-то там как-то это далеко было от человека, я решила вот сюда все-таки обратно вот лечь как бы. Вот. Скажи, такая ласковая, такая нежная, трепетная девочка, и прекрасно ходит на поводке. Я вообще не очень понимаю, почему. Ну скажи, я прекрасно хожу на поводке. Просто замечательно. И в магазине себя замечательно вела. Ну, кроме того, что пристала к тетеньке и хотела целоваться. Да, скажи, ну классная есть тетенька, ну что поделать, да? Ну, все.
мордашку свою окунула спатеньки. Я устала. Девочка, ребенок притомился. В общем, прям вот компаньон компаньону. Вот брать ее с собой, там, я не знаю, на дачу, в санаторий. Вот так вот с ней ездить такими вот дождливыми вечерами. Скажем, куда-нибудь в путешествие, и она с радостью поддержит весь движ хозяйский. Все облизали. Ой, какая девочка, да? Все облизали. Вердочка, все хорошо. Все хорошо. Ой, какая девочка хорошая приехала. Все. Лика, передай маме привет. Покажись. Ух ты. Классная, конечно, собака. Ну, типа такое. Тошенькая, но ничего, мы ее откормим. Вот, кстати, у нас и Брюс, и Егор. Брюс, откормленная моська. Егор тоже такой же. Да? Дурной. Лика. Лика. Так что все подружились, все хорошо. А щенки растут не по дням, а по часам. Весят они по 6 килограмм, уплетают каши, играют. Их усыновила замечательная умная собака, домашний Стаффорд. Воспитывает и учит, как себя вести. Главный итог этой истории то, что все живы, все в безопасности. И наш мальчишка Ярик, прилетевший недавно из ППЖ в Москву и сразу на операционный стол, сейчас находится на передержке с медуходом, а это 15 тысяч в месяц, и это дешевле, чем стационар. Но их тоже надо оплачивать и где-то брать. Так же, как и оплачивать передержки Шелти, Айсы с демодекозом, Фину, порванную в ППЖ. О них быстро забываем, но они есть, друзья, и бесплатно их держать никто не будет. Ярику поменяли антибиотик, и он хорошо идет на поправку и уже наступает на ножку. И наш малыш Рива, с которым произошло чудо, который месяц пролежал в стационаре, и ему сняли диагноз почечной недостаточности. Сейчас он находится также на индивидуальной платной передержке под контролем.
вот подошло время сдачи очередных плановых анализов. Ведь мы должны какое-то время оставаться под наблюдением нефролога и периодически сдавать анализы, как вы помните. Друзья, помогите оплатить и эти анализы. Нам всего-то надо 5000. Спасибо Елене, которая отозвалась свозить его в клинику. Друзья, у нас беда. Ночью стало плохо нашему спасенышу, рыжему котику Лукасу. Оббежали 2 клиники с утра, сделали рентген легких, так как сильная одышка, сделали УЗИ. Казалось бы, все в норме, но резко упала температура до 35 и упало давление. Врачи не понимают, в чем дело. В одном стационаре объявили цену 20-30 тысяч в сутки. Это нереально. Но и мест там тоже нет все равно. Несемся в стационар другой. Ему нужна кислородная камера. Срочно анализы. Что могло произойти так внезапно? Я позвонила в клинику. Нас там примут. И место в стационаре будет. Пожалуйста, помогите, пожалуйста, помогите спасти этого рыжего, красивого котика.